Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Взяв фотокамеру и блокнот, я часто отправляюсь в дальние поездки по полуострову, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому вместе с телекомпанией АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Давайте попробуем представить себе предгорный Крым, каким он был 700-750 лет назад. На месте Ахмеджида и Карасу-базара еще шумят нетронутые дубовые леса. На склонах долины, на которых в будущем появится Бахчисарай, еще нет ни домов, ни улиц. А с борта судна, плывущего вдоль западного берега, еще нельзя увидеть вдали ни минаретов, ни башен Гизлева. Они еще не построены. Всем этим городам лишь предстоит появиться на карте. А здесь, в долине, под горой Агармыш, уже шумит городской рынок. Слышится скрип повозок, рев быков и верблюдов, говор толпы, пение муэззинов. Так начинает свой новый день древняя крымская столица. Эски Крым, Старый Крым. Город, само название которого говорит о старине, примечателен именно своим незаурядным прошлым. В мире найдется не так-то много исторических столиц, которым довелось пережить столь же стремительный взлет и столь же скорое угасание. Период расцвета этого города, известного в прошлом так же, как Крым и Салхат, уместился на довольно коротком историческом промежутке длиной лишь несколько более века. Однако память об этом кратком, но бурном расцвете сохранилась в Крыму навсегда. Если бы мы перенеслись в прошлое и совершили прогулку по городу, наше внимание привлекла бы оживленная стройка. Это было необычайное событие в жизни города, потому что тут строилась мечеть, подаренная самим египетским султаном Рукнеддином Бейбарсом. В 1287 году он прислал в Крым 2000 динаров и искусного египетского каменотеса для постройки и украшения новой столичной мечети. Этот щедрый дар был сделан им в знак союза с золотоордынским ханом Берке, первым мусульманином на Чингизидском престоле. В Старом Крыму издавна принято считать, что эти руины и есть остатки той самой мечети, что когда-то была построена здесь на средства египетского правителя. Наука склоняется к мнению, что эти развалины все-таки несколько более поздние, и, стало быть, от настоящей мечети Бейбарса на нынешний день не сохранилось и следа. Тем не менее, в городе по сей день помнят о роскошном подарке султана, а некоторые предания даже говорят, будто и сам Бейбарс был выходцем из Крыма. Не сохранилось сведений, какие здания в крымской столице были сооружены по приказу самого хана Берке. Однако среди них, без всякого сомнения, был монетный двор. Серебряный дирхем хана Берке стал первой в истории монетой, на которой можно прочесть слово «Крым».
Со дня постройки мечети Бейбарса прошло уже почти полвека, когда сюда, в крымскую столицу, прибыл арабский путешественник Ибн Баттута. К его приезду город уже настолько расцвел и разросся, что странник счел возможным назвать его «большим и красивым». А надо знать, что Ибн Баттуте было с чем сравнивать, поскольку к тому времени он уже повидал действительно самые большие и богатые города Ближнего Востока, такие как Каир, Дамаск, Багдад. В его записках мало места посвящено описанию самого города, зато он подробно перечисляет людей, с которыми встретился в здешнем Текие. Это были шейхи, кадии различных мазхабов, хатибы, правоведы. Такое обилие ученых мужей показывает, что к тому времени в городе уже процветала образованность. Памятники, поныне стоящие в Старом Крыму, подтверждают свидетельство арабского гостя. Эти полуобрушенные своды – не что иное, как руины медресе, религиозного училища. Оно было построено на пожертвование знатной дамы по имени Инджебек Хатун. Именно здесь и получали образование будущие шейхи, кадии, хатибы, которые и обеспечили Салхату славу одного из крупных центров мусульманской учености. Руины медресе, какими мы их видим сегодня, это лишь остатки того величественного здания, которое стояло здесь когда-то. Его высокий портал был почти цел еще в конце XVIII века, и его успел зарисовать русский художник. Гораздо больше посчастливилось другому сооружению – главной городской мечети. Дошедшие до наших дней постройки ордынской эпохи в Крыму можно пересчитать по пальцам одной руки. И это самая крупная и наиболее сохранившаяся из всех них. Ее портал украшен тонким резным орнаментом в сельджукском стиле. А надпись, выполненная изысканной вязью, сообщает, что мечеть была сооружена в 1314 году по повелению узбек-хана и при участии некоего Абдуль-Азиза, который, возможно, был архитектором при строительстве этой мечети. Схожая по стилю надпись высечена и над резным михрабом. Однако ее текст говорит уже не о временном, о правителях или строителях, а о вечном, о Творце и о вере в Него. Правление узбек-хана по праву считается золотым веком Золотой Орды. В эту эпоху город Крым превратился в один из крупных узлов международной торговли, и его имя стало известно далеко за пределами полуострова. На здешних рынках встречались друг с другом купцы, пришедшие с караванами или приплывшие под парусами с противоположных концов Евразийского континента.
А в 25 километрах отсюда лежал крупный портовый город Кафа, нынешняя Феодосия, откуда генуэзские суда доставляли редкостные восточные товары в Западную Европу. Эта полуразрушенная стена караван-сарая – единственный свидетель кипевших тут когда-то оживленных торгов. Подобными же стенами была окружена и вся эта площадь. И каждый из них изнутри были пристроены помещения в 2 этажа. В стенах до сих пор можно видеть отверстия для деревянных балок. В нижнем этаже располагались склады для товара, а в верхнем – жилые комнаты для приезжих купцов. О щедрости и богатстве здешних купцов ходили легенды, не уступающие в красочности сказаниям «Тысячи и одной ночи». Известно, например, предание о том, как один благочестивый салхатский купец взялся за свой счет построить для города мечеть и даже сам участвовал в строительных работах. Однажды, занимаясь этим, он увидел проезжающего мимо купца с грузом драгоценного мускуса. Он окликнул его, желая узнать, откуда тот держит путь и почем продает свой товар. Но собеседник лишь нагрубил ему в ответ, сочтя, что разговаривает с обычным каменщиком. Тогда строитель мечети заявил, что сию же секунду выкупает весь его товар и, на месте отсчитав баснословную сумму, высыпал мешки ароматного мускуса в строительный раствор на глазах у изумленного купца. Как говорили, руины этой мечети даже спустя столетия благоухали мускусом, особенно после летнего дождя. К сожалению, от этой постройки не осталось даже руин, причем уничтожены они были совсем недавно. Помимо легендарной Мускджами, мускусной мечети, в городе существовала и еще одна достопримечательность ордынских времен – Куршунджами, свинцовая мечеть. Говорили, будто между камнями ее стен строители заливали свинец для укрепления кладки. Однако свинца мы здесь не найдем, и свое название мечеть, скорее всего, получила из-за свинцовой кровли, которая когда-то покрывала ее. Таков, вкратце, был облик города Крым в ордынскую эпоху, когда его еще не называли «старым». Перенесемся теперь мысленно поближе к нашему времени, уже не на 7, а на 4 сотни лет назад, то есть в ханские времена. Какой мы застанем древнюю крымскую столицу, взявшую столь быстрый и успешный старт? Ответ будет довольно неожиданным. Мы увидим ее в руинах. Об этом дружно свидетельствуют все очевидцы, посетившие этот город во времена Крымского ханства. И поляки, и итальянцы, и турки все в один голос говорят, что Эскикарым был большим и очень красивым городом, средоточием наук и искусств, что здесь до сих пор сохранились крепостные стены, мраморные ворота, мечети и медресе, но в то же самое время большая часть этих древних сооружений полуразрушена, жителей осталось немного, и в городе царит запустение. Что же случилось с блистательной крымской столицей? Турецкий путешественник Эвлия
Приводит легенду о том, что однажды сюда, в богатый город, среди зимы пришел нищий странствующий дервиш. Он просил подаяния и крова, но никто не обратил на него внимания и не открыл ему дверей. Тогда дервиш взял метлу и подмел городские улицы. И после этого город начал постепенно приходить в упадок, покуда почти не опустел, как будто выметенный начисто. Истина, конечно, кроется в другом. Золотой век Узбек-хана и его ближайших наследников миновал, и Орду начали сотрясать смуты. Многочисленные претенденты на ордынский престол яростно сражались между собой и не раз вторгались с Волги в Крым, поочередно захватывая его столицу. Полуостров стал полем битвы враждующих ордынских ханов, и его главному городу пришлось в эти годы очень тяжело. Среди многих прочих пришельцев с разрушительным походом здесь побывали и войска Тамерлана, преследовавшие Тохтамыша, да и сам Тохтамыш не раз осаждал стены Крыма, изгоняя отсюда своих противников. Не прошло и 100 лет после Узбек-хана, как о Салхате уже писали, что некогда это был самый крупный город Орды, но теперь большая часть его лежит в развалинах. Смутные времена закончились, когда в 1441 году Хаджи Герай пришел к власти и вывел Крым из-под владычества разваливающейся Ордынской империи. Жизнь на полуострове стала налаживаться, но его прежняя столица с тех пор так больше никогда и не оправилась от разгрома. Хаджи Герай перенес свою ставку в более безопасный и лучше укрепленный Кыркьер. Его преемники занялись обустройством новой столицы в Бахчисарае, и политический центр крымского государства окончательно переместился на юго-запад. В крымской истории началась новая глава, а Эски Крым, малолюдный и притихший, как будто погрузился в сон, вспоминая о своем славном прошлом. На его улицах, как и прежде, можно было встретить весьма важных персон, ведь тут была родовая резиденция ширинских беев, да и сами ханы не забывали о древней столице и время от времени прибывали сюда, чтобы навестить дворец ширинов, почтить здешние мусульманские святыни и устроить для подданных праздничный пир. Человека до индустриальной эпохи трудно было удивить чистотой окружающей среды. Однако, видимо, природа наделила окрестности Эски Крыма какой-то особенной благодатью, раз и итальянский священник, и турецкий путешественник, посетившие эти края в 17 веке с разницей в 30 лет, как будто договорившись, хвалят здешнюю чистейшую воду и прекрасный воздух. Причем первый из них добавляет, что именно здесь произрастают душистые цветы и целебные травы, горячие ванны из которых могут излечить множество хворей, ради чего сюда съезжается немало людей. А второй утверждает, что именно тут производят лучший в обитаемой четверти мира сотовый мед. Старый Крым – это город с уникальной историей, расположенный в очень красивой местности. Знаменитая когда-то столица крымского Улуса сегодня может показаться тихим, сонным городком. Однако снам о его былой славе и величии, который видит этот город, без сомнения, могло бы позавидовать большинство прочих городов во всей обитаемой четверти мира.